Здравствуйте, друзья! Buongiorno, cari amici! Сегодня блюдо, которое я выбрал, чтобы делать и показать вам, называется капоната. Наверняка не всем это знакомо это блюдо, но я вам скажу, это старое традиционное блюдо сицилианское, которое называется капоната. Капоната сделали в те времена для людей, богатых людей, для аристократов, потому что раньше вот эта рыба, которая называется капоне, она стоила очень дорого, и не все смогли себе позволять на это блюдо. И бедные люди взяли, делали изменения в этом блюде. Вместо рыбы добавили баклажаны, и с тех пор это блюдо называется капоната, и бедный народ тоже смог себе позволять это блюдо. Ладно, пойдем, я покажу свои ингредиенты, то, что мы сегодня будем делать. И смотрите внимательно, что у меня здесь. Конечно же, я тоже сделал маленькие изменения. Первое дело, то, что буду делать, это покажу баклажаны, потом я буду их резать прямо перед вашими глазами, увидите. У меня здесь есть лук красный, у меня есть помидорчики черри, помидорный соус, у меня здесь оливки зеленые, есть сельдерей белый, потому что мне нравится очень белый сельдерей, потому что более такой вкусный. Вот эти кедровые орешки, они уже жареные. И у меня такой фрукт есть, который у нас в Италии называется frutto di cappero. Каппери это уверен, что у вас найдете. Если найдете такую, нормальные в соленом виде, маринованные есть тоже. В общем, и у меня есть базилик, будем добавлять в конце. Хорошо, приступаем к делу. Первое дело, то, что я буду делать, это резать баклажаны. Баклажаны мы будем резать большими кусками, так что идем делать половину так, еще пополам. И делаем такие большие кусочки. 3-4 сантиметра, 3-4 сантиметра. Хорошо. Molto bene, molto bene. Хорошо. У нас это... И потом идем жарить баклажаны. Жарим баклажаны в подсолнечном или растительном масле. И жарим до такой степени, когда они превращаются в такие золотистые. Все, у нас баклажаны зажарились. И снимаем. Вставляете на карту такую. Продолжаем с остальными. Можем приступать к делу. Мы жарили уже все баклажаны. Первое дело масло в сковородку. И сразу лук в сковородку. И идем жарить. Сделаем хорошую зажарку лука.
Когда оно становится такое золотистое, прозрачное, добавляем сельдерей. Бросаем сельдерей. Мешаем. Bene, bene. Tutto bene. Добавляем зеленые оливки. И сразу добавляем капери. Добавляю помидорчики черри. Если у вас нету помидорчики черри, можете добавить обыкновенный помидор, разрезанный кусочками. Просто мне нравится с помидорчиками. Не солите, не перчите до самого конца. Будем посолить и поперчить в конце. После черри можете добавлять кедровые орешки. Кедровые орешки я пожарил сначала. Мешаем хорошо. Хорошо, оставляем. Сейчас идем делать кисло-сладкий смесь. Я здесь выбрал яблочный уксус. Можете подобрать любой, даже винный уксус, не проблема. У меня 50 мл. Идем добавить сахар. 2 столовые ложки. Мешаем. Сейчас время добавить наш помидорный соус прямо сюда, наш смесь. Мешаем хорошо. Добавляем сюда. Оставляем на высокий огонь. Все. У нас это готово. Сейчас идем добавить баклажаны. Мешаем хорошо. И сейчас добавляем соль. Соль. Черный перец. И базилико in abbondanza. Много базилико. Базилик много. Хороший вкус придает и запаха хорошего дает. Все, у нас caponata pronta per servire. У нас caponata готова, чтобы подавать. Сейчас идем подавать. Я вот тут выбрал вот такое вот блюдо, посуда. И будем сюда, если у вас гости или как, или кто,
Рекомендуется кушать или теплым, или холодным. Горячим нет. Даже рекомендуется кушать на следующий день. Более вкусным становится. Приглашаю всем гостей. Очень вкусно. Сейчас идем попробовать. Вот, дорогие друзья, вот то, что я хотел вам показывать. Сделайте дома, как вы видите, ничего трудного нету. Полнissimo, запах хороший. Сейчас идем попробовать, дорогие друзья. Сначала приготовил рис. Можете, я вот подобрал такой рис, но не проблема, можете подобрать любой рис. Смотрите, какая красота. Чтобы потом делать таким вот прекрасным вот наше блюдо, можете ставить вот такой вот листья базилика, чуть-чуть черного перца, чуть-чуть масла оливковое. Сейчас пробуем, дорогие друзья. Уверен, что очень-очень вкусно. Уверен, что когда будете делать и вы, очень вкусно будет. Это un sogno. Друзья, делайте это блюдо, я вам советую. Не трудно, очень легко, очень вкусно. Пальцы оближешь. Хорошо, надеюсь, вам все понравилось, видео понравилось. Если хотите, ставляйте лайк, подпишитесь на мой канал. Благодарю вам за просмотр. Увидимся в следующий раз. Ciao ragazzi, целую, обнимаю. Ciao, ci vediamo la prossima volta. Ciao dall'Italia, grazie mille.